Короткомордый медведь. Северная Америка, 14 тысяч лет назад. Ледниковый период закончился, тающие льды обнажили почву и растительность, нескончаемый источник пищи для многообразия видов животных. Континент выглядел как африканский национальный парк Серенгети. Он кишел млекопитающими. По нему перемещались стада бизонов, лошадей, верблюдов и даже огромных мамонтов. Закон был один для всех – убей или будешь убитым. И в этом беспощадном мире только одно животное превосходило других – короткомордый медведь. Этот зверь был самым крупным хищником на Земле со времен динозавров. Эксперты считают, что он мог напасть на любое животное и убить его. Короткомордый медведь, или медведь-бульдог, как еще его называют, обладал невероятно мощными челюстями, укус которых был сокрушительным. Мощные когти и сильные челюсти делали медведя умелым и устрашающим хищником. В отличие от других плотоядных, эти медведи вряд ли жили стаями. Они предпочитали охотиться в одиночку, и им требовались огромные открытые пространства. Здесь было множество саблезубых кошек, первобытных волков и американских львов, которые могли вдоволь охотиться на бизонов, лошадей, верблюдов и даже гигантских ленивцев. Также континент населяли люди, мигрировавшие из Сибири на Аляску через Берингов пролив 14 тысяч лет назад. Эксперты сходятся во мнении, что люди контактировали с гигантскими медведями. А это значит, что первобытные охотники и короткомордые медведи, возможно, могли бороться между собой за добычу. Ближайший североамериканский родственник короткомордого медведя – гризли. Но хотя он также необычайно свиреп, по многим характеристикам гризли отличается от своего огромного доисторического кузена. 14 тысяч лет назад гризли обитали в том же ареале, что и короткомордые медведи, однако они не были соперниками. Просто один подвид замедлял развитие другого. Стоя на четырех лапах, гризли достигал высоту около метра, а короткомордый медведь – 2 метров. А когда этот громадный хищник вставал на задние лапы, то его рост был 3 метра 300 сантиметров. Ученые предполагают, что именно размеры животного сделали его бесстрашным охотником, способным убить любую жертву, которая была не под силу другим хищникам. Например, земляного ленивца Джефферсона – травоядное животное, весившее 908 килограммов. Несмотря на медлительность движений, крупный размер животного защищал его от меньших хищников, таких как саблезубые кошки или первобытные волки. Подобно современным слонам, в африканских саваннах ленивцы были настолько велики, что их было сложно убить. Если ленивец подвергался нападению короткомордого медведя, в качестве защиты он использовал свою массу. Медведь мог обездвижить противника, распоров ему живот или сломать ему плечо укусом своих мощных челюстей. Со сломанным плечом ленивец не мог сопротивляться хищнику. Теперь вы понимаете, каков был рацион короткомордого медведя? Он мог убить любое животное. Но питался ли он растительной пищей, как его ближайший родственник гризли? Сейчас эти древние кости служат материалом для исследований. Итак, короткомордый медведь – гигантский хищник, который обитал на североамериканском континенте во время ледникового периода. Данный вид вымер 10 тысяч лет назад, но найденные останки служат важным исследовательским материалом для палеонтологов. Медведь питался и бизонами, и лошадьми, и канадскими оленями, и даже мамонтами. Если взглянуть на поведение этого хищника, оно уникально. Ни у одного из современных плотоядных животных нет настолько универсальных предпочтений в отношении жертв. Большинство из них предпочитает охоту на определенный вид.
Уровень изотопов других хищников ледникового периода выявил, что у них также была весьма ограниченная диета. Например, саблезубые кошки питались только бизонами. В чем же загадка короткомордого медведя? Мордый медведь мог лишь преследовать животное, бегущее по прямой, например, лошадь. Если лошадь делала резкий поворот, а медведь разворачивался вслед за ней, он мог просто сломать лапы. Короткомордый медведь развил такой рост не для того, чтобы охотиться, а для того, чтобы отпугивать других животных и заставлять их уступить ему свою добычу, заработанную тяжелым трудом. Оказалось, что вместо высшей формы хищника перед нами высшая форма падальщика, путешествующего на дальние расстояния в поисках легкой добычи. В наши дни в национальном парке Йеллоустоун медведи-гризли следуют за стаей волков, чтобы перехватить у них добычу после того, как волки убьют жертву. И 14 тысяч лет назад короткомордый медведь следовал той же стратегии. Ждал, пока стая первобытных волков загонит и убьет бизона. А затем набрасывался на них, чтобы украсть добычу. Чтобы защитить свою добычу, волки окружали медведя и нападали на него с разных сторон. Но хотя волки и могли сражаться за жертву, огромные размеры медведя отпугивали их. Короткомордый медведь с его способностью к локомоторному движению мог без особых усилий перемещаться по ландшафту в непрерывных поисках пищи. Очень важно, что на поиски пищи он тратил мало калорий. Однако, когда медведь находил труп жертвы, ему предстояло еще украсть его. И вот тут-то медведю приходилось бороться за звание самого главного хищника. Через 10 тысяч лет после исчезновения с лица Земли короткомордый медведь по-прежнему остается загадкой природы. Его размеры и внешность дают основание полагать, что он был абсолютным хищником, охотящимся на все виды животных. Хотя мы до конца не уверены в результатах конфликта между медведем и людьми, существует один факт. 10 тысяч лет назад в Северной Америке исчезли все крупные хищники. Это беспрецедентное и необъяснимое событие. Не только короткомордые медведи, но и первобытные волки, львы, мамонты, гигантские ленивцы и саблезубые кошки были стерты с лица Земли навсегда. Считается, что короткомордый медведь жил на планете около миллиона лет. И все-таки этот вид исчез с лица Земли. Он мог путешествовать на дальние расстояния с помощью мягкой и легкой походки. У него были мощные челюсти и острые когти, которыми он был способен растерзать любое животное. Медведь доминировал в природе. И природа дала ему все навыки для того, чтобы он продолжал доминировать. Однако позднее природа стала менять свои условия, а медведь не смог адаптироваться к ним.